нашем кровотоке не плавают кусочки тортиков или бургеров. Так, как мы получаем энергию из еды в клетке организма? Должны произойти две вещи перед тем, как мы сможем попробовать наш обед. Первое, он должен быть разделен на несколько маленьких кусочков и перевариться. Далее он должен адсорбировать наш кровоток. Переваривание происходит в нескольких участках пищеварительного тракта, а адсорбирование происходит в тонкой кишке, которая находится сразу же после желудка по всей длине пищеварительной системы. Молекулы, составляющие нашу еду, такие как жиры, белки и углеводы, слишком большие для их переноса в кровь, поэтому они должны быть разделены на более мелкие частицы физическим процессом жевания и химически с помощью специальных белков, называемых ферментами. Разные типы белков усваивают разные типы пищи. Давайте рассмотрим их по порядку. Сначала углеводы. Такая еда, как рис и спагетти, сделана из углеводов. Самые простые углеводы – сахара, которые могут формировать сложные углеводы, например, крахмал. Углеводы расщепляются при помощи углеводных ферментов, таких как амилаза. Амилаза – особый тип углеводов, который разлагает большие молекулы крахмала, более мелкие, и так до глюкозы, являющейся достаточно мелкой для попадания в кровь. Амилаза находится в составе вашей слюны. Там углеводы впервые начинают измельчаться химически, а также амилаза выделяется в тонкой кишке при помощи поджелудочной железы намного дольше цепи пищеварительной системы. Теперь давайте рассмотрим белки. Белки находятся в мясе, рыбе, бобах и крупах. Они сделаны из аминокислот и усваиваются при помощи фермента протеазы. Фермент протеазы расщепляет белки на аминокислоты. Протеаза под названием пепсин усваивает белки в желудке, но если пища переместится в тонкую кишку, то этого не происходит. В тонкой кишке другие условия, поэтому там выделяется другой протеаз трипсин из поджелудочной железы для продолжения расщепления белков. Как, по вашему мнению, отличаются условия в тонкой кишке в сравнении с желудком? В то время как в желудке кислотная среда равна 2, тонкая кишка имеет более высокий уровень pH, равный приблизительно 8. Белковые ферменты, работающие в желудке, не смогут работать в тонкой кишке. Вот почему для нее нужна другая протеаза. И последняя группа пищи – жиры. Жиры расщепляются в глицерин и жирные кислоты при помощи фермента под названием липаза. Но это не легкая работа, а требует специального процесса, называемого эмульгированием. Сперва эмульгирование расщепляет жиры на мелкие капельки, которые имеют большую площадь для их же расщепления при помощи липазы. Повторим главные ферменты, участвующие в пищеварении. Амилаза выделяется из слюны, расщепляет крахмал на маленькие частицы сахара. Пепсин расщепляет белки в желудке. Трипсин расщепляет нерасщепленные белки на аминокислоты в тонкой кишке. Амилаза и липаза также выделяются в тонкой кишке при помощи поджелудочной железы. Они разделяют углеводы на частицы сахара. Жиры расщепляются на жирные кислоты и глицерин.